Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Общественный транспорт у нас еще в стране никто не отменял. Катимся на автобусе. Проезд стоит 25 рублей по городу. Между остановками у нас расстояние небольшое, поэтому кто впервые приезжает в Якутске, удивляется, как часто у нас останавливается автобус. Итак, друзья, добрый день, вы на канале Клевая Рыбалка. Сегодня я приехал в торговый центр Палладиум. Здесь находится Самура, которая занимается заточкой ножей. Хочу наточить свой нож на свой ледобур. Мне нынче весной он будет нужен на рыбалке, а нож затупился у меня. Буквально чуть-чуть стоило пробурить лед с песком, как ножи сразу пришли не в годность. Поэтому сейчас посмотрим, где он тут. На первом этаже, говорят. Так. Вот такой торговый центр небольшой. А вот он, смотрите. Сделано в Японии, написано. Made in Japan. Здравствуйте. Я хочу наточить свой нож на ледобур Мура. Здесь. Друзья, вот парень, который вот занимается заточкой ножей, оказывается, видел мой канал, и сейчас он минут 10 сказал подождать, заточит. Тоже смотрел, как я рыбачу. Очень приятно, что люди узнают. Сегодня уже второй человек узнал. Сейчас он выйдет, я покажу его. Пусть на себя посмотрит. Пока ждем. Посмотрим, что тут есть в продаже. Ножи. Ножи. Японские ножи стоят очень дорого. Наверное, острый, раз так дорого стоит. А там выше вот вообще эти возможные клинки. Прайс. Это, в следующий раз с этой стороны никогда не заводить. Потому что у тебя будет проскальзывать, ты сейчас, наверное, проскальзывал, да? Скользывает, потому что из этой стороны, если немножко должен быть, когда точишь его, да, отправляет, из-за этого он вылезает с собой. Да не, ничего не надо. Так, ничего не надо. Ну, если ты скажешь, конечно. Спасибо. Вот еще ссылка. А вот недавно смотрел, ты там еще камеру переставлял там.
А, да. Было такое. Давайте его. Я сегодняшний этот сюжет тоже буду делать. Вот человек бесплатно сделал. Спасибо, поблагодарю своего подписчика. Хорошо, спасибо. Выложу. Итак, друзья, я под очень хорошим впечатлением, что вот подписчик меня узнал и наточил мне ножи. Спасибо ему еще раз. Итак, друзья, вот действительно говорят, вот творите добро, и оно к вам вернется. Так что творите добро. Еще раз спасибо этому парню, не спросил его имя, но там ВКонтакте у них есть группа, можно зайти посмотреть. Я в прайс добавлю. Мы с вами подходим к торговым рядам. Это наш самый большой городской рынок. Раньше он назывался Крестьянский, сейчас называется Сайсарский. И здесь, значит, посмотрим на рыбную и на мясную продукцию. Я сегодня чувствую, что столкнусь с яростным сопротивлением, потому что у нас люди не привыкли, что их снимают, и вообще люди вот так ходят, себя снимают, и на это не очень смотрят хорошо, как бы не воспринимают это. Вот здесь у нас мясные ряды. Посмотрим, что как будет. Можете посмотреть цены на мясо. Вот баранина 380 рублей за килограмм. Барашек такой. Говядина 350. Заяц 1000. Коня 100 рублей. Нальма маленькая 800. Омуль 600. Муксун 500. Чир на строганину. Чир на строганину 700. Ряпушка по 200. Караси по 70. Караси 70. Чир на строганину. Жирный озерный. Семга, филе 1200. Кита 250. Тайменин Эльма без цены. Почем? 1000 рублей килограмм. Ну, Нельма такая, ничего. Килограмм, наверное, на 10. Больше 10, наверное. Может, 10. 10. Ну, здесь цены везде практически одинаковые. Особо не разнятся. А налим почем? Рыба. Ага. Так, это и есть. Тут. Нет, я там налим спрашивал. Подожди, завяжем. Ну и самое крупное скопление торговцев, конечно же, на самом рынке. Это вон туда нужно идти. Сейчас пойдем туда, попробуем поснимать тоже. Цены практически везде одинаковые. Может, где-то что-то чуть-чуть дешевле будет, не намного. Мне самому-то неудобно снимать их. Ну что поделаешь? Ради вас, подписчики, приходится по-всякому изощряться.
можно просто сцены поснимать вкратце. Бу, то. Сцена руста вы. Сцена руста отдел. Бу, камера. Да? Видео устар. Да? То мен интервью берет-то. Хук бет. Бу, мен каналлахпын бәм, аны жоннор көрөлөр огуруттан, аны италлар. Хөнөтө. Вот, а караси откуда вот эти? Из Кобяй, говорят, карасики. Хотел интервью взять, но бабушка засмущалась, не захотела. Вот ряд у нас самый крупный, самый большой ряд рыбный находится вот здесь. Караси кобяйские, да? А вот смотрите, какие цены здесь. Практически везде одинаковые цены. Чир 800, чир 700, караси 150. Они по размеру различаются. Вот. Чем крупнее, тем он дороже получается. И по месту тоже там делится, смотря в каком месте выловлен. Сик крупный. О, вот это озерный сик. Смотрите, какой круглый. У нас такие не ловятся. Селедка тихоокеанская. Ну, это уже морское пошло. Налим, смотрите, как нарезан кусками. По 150 рублей за килограмм. Зайцы лежат. Кита 250. Это, по-моему, ну тут ломаная рыба по 100 рублей все. Щука. Орехи кедровые. Кедрача у нас нет. Кедрач, по-моему, у нас только в Ленске растет. Пелик. У нас баранатка называется. Омон морской. Чир 600. Чир 700. Муксун 500. Нельма 800. Заяц 1000 рублей штука. Что за камера? Авторегистратор обычно. Ты завязаешь? Не, пока нет. Люди интересуются камерой. Всем интересно. Потому что у нас такого кусками. Налим. Вот смотрите, сколько наш налим стоит. 150. Причем уже потрошенный, чищенный продается. А вот целиком налим он по 100 рублей. Щука 150. Ну, в принципе, голова налима 50 рублей за 1 килограмм. Вот такие цены. Ну, везде практически одинаковые цены. Окунь 100 рублей. Вот голец лежит. Озерный, наверное. Кита, семга, филе. Нельма, подлетка. Нельма почем? 1000. 1000, ну как и везде. Таймень тоже 1000. Ну вот этот вот рыба, вот сколько весит целиком? Да. Там где-то килограмм 12-14.
12-14 килограмм, говорят, друзья. Это 12-14 тысяч вот стоит. Покупаете ее целиком, вот как стоит. Утка, вот стоит у нас цены по утке. Ну и вот так вот. Ряды вот так и идут сплошняком вот, до туда. Вот. Цены везде одинаковые. Что там, что тут. Везде все одно. Клубника замороженная. Еще хочу вам охотничий этот магазин показать какой-нибудь. Возможно, что время, если будет, заскочу куда-нибудь. Покажу. Вот так вот. Вот такой вот рынок. Ну, считается самым крупным у нас. И по мясу, и по рыбе. Городской рынок. Чир даже есть, продается чищенный уже. Смотрите. Это на строганину, я так понял. Ее берешь сразу, покупаешь, сразу строгаешь. Не надо уже очищать для особо ленивых, видимо. Сейчас посмотрим, сколько Макса, если я найду Максу. Сколько Макса стоит. Что-то Макса не вижу. Нигде. Вот галет, смотрите. Галет местный, тексинский. Ну, это да, северный. Ну, вот северный, ага. А еще какой анабарский бывает, да? Угу. Колымский тоже. Колымский тоже бывает. Ну вот, кстати, почему он 500 рублей стоит, я не знаю. Вот, по-моему, он даже вкуснее, чем семга. Да, да. А у вас Макса нету? Макса была до Нового года, сейчас кто-то идет. Вот такие вот цены. Смотрите, вот чебак соленый есть. Чебак это получается сорожка. Сорожка соленая. Сейчас посмотрим, если найдем этот Макс, то покажу вам, сколько Макса стоит. Макса нету, да? Макса Гопса. Это где? Макса вся закончилась. Да, перед Новым годом, говорят. Здравствуйте, а Макса нет у вас? Нет. Ну, дальше идет мясной ряд. И там внутри, в самом рынке, тоже продают всякие копчености. Там же копченая рыба и все остальное. Здесь посмотрим. Мен обзор ставить делаю. Куда пластмассом просто каддерят делаю. Погрузтан жанры италдар. Подписчиктарым италдар, ну каддерят делаю. Вот. Вот смотрите, тут есть вот корм для собак. 80 рублей, 100 рублей. Ну, в принципе, здесь что сюда входит? Голова рубленая, там, говядина, жеребятина. Я так думаю, что, в принципе, на крайний случай можно и это сготовить, поесть. Да, покупают люди, говорят. Да, да, да. Это что же еда? Тоже мясо. Но,
Это наши, конечно, деликатесы. Потроха, о, сердце, вот, ливер, язык. Ну, в основном рыбные хотят посмотреть, сколько рыба стоит туда-сюда. Можете посмотреть себя на канале Клевая рыбалка. И в этом, вот тебе привет передайте. Может что-нибудь сказать еще? Кому? Вся Россия смотрит. Даже за границей есть. Даже. Так что смотрите. Ага. Вот, набираем подписчиков, еще ходим заодно.